Уважаемые граждане Абхазии, уважаемый абхазский народ, хочу обратиться к вам и непосредственно к нашему руководству. К большому сожалению, за 30 лет правления власти одни сменяют на другие. Бесконечная борьба за ресурсы привела нас к тому, что мы ни на шаг вперед, кроме того, что назад идем вперед, идти перспектив никаких не имеем. С чем это связано? Кто бы ни пришел во власть, будь то оппозиция, будь то власть, находится под влиянием внешних сил. Напрямую это относится к Западу. Ихнее финансирование приводит к тому, что демократическим путем выборов они приходят во власть и начинают распродавать наши ресурсы страны, которые должны работать на нас, на народ. За 30 лет в плане материального, социального обеспечения наше руководство не делает ничего и не пытается это делать, так как, вложив в них миллиарды, путем революции, путем ломания окон и дверей, они приходят во власть. И вот эти миллиарды они сейчас отбивают. Они хотят вернуть, продавая наши гособъекты, наши стратегические объекты. Вы выбрали дьявольский путь. Но поверьте мне, у вас нету перспектив, правда за нами, потому что с нами Всевышний. Нас всегда оберегает Всевышняя сила. Мы священная земля. Мы, то, что мы говорим и делаем, это угодно Господу. А вот то, что вы делаете, вы сотрудничаете с дьяволом. Сверните с ложного пути. Спасайтесь, еще раз говорим вам. Спасайтесь, кто может. Глава государства, если ты абхаз, если ты мужчина, если ты себя достойным мужиком считаешь главой государства, приди вот сюда на площадь и скажи, что это не так. Сотрудничаешь с Грузией, с вражеской страной, который убивал наших братьев и сестер, наших отцов и матерей. Вот с ним ты сотрудничаешь, со страной, которая нас не признает и в перспективе признавать нас не собирается. Заключаешь экономические, торговые отношения, подключаешь договора и соглашения. Влияние Запада несет за собой последствия. Западная идеология, гомосексуалисты нам здесь не нужны. Теракты, которые произошли в Лахнашта, теракт, который произошел в Национальной галерее, это все теракты, это под западным влиянием. Враг уже здесь у нас внутри. Все те, кто это не осознал, одумайтесь. Западное финансирование идет, нас в пропасть ведет. Маленькое оно, большое, какое бы оно ни было, оно нам не нужно. Нам надо определиться, с кем мы. С Западом, либо с Россией. На наш взгляд, мы должны выбрать одного стратегического партнера. Великую державу Россию. И за нее держаться вместе. Другого пути нету. Заигрываться с Западом и с Россией мы вам не позволим. Буквально недавно в Армении события, что происходили. Заигрывание с Западом и с Россией привело к тому, что они потеряли Карабах. Всем известно. Этот путь, по которому вы идете, он губителен. Одумайтесь, сверните. Глава государства, если ты себя уважаешь, приди вот сюда на площадь. Народно-освободительное движение Ахаквитра тебя вызывает вот сюда на площадь. Приди. По Конституции написано, что ты каждый год должен обращаться в законодательную ветвь власти, к депутатам парламента, к народным избранникам. За 4 года ты только 1 раз обратился к ним, дважды нарушив Конституцию. По законодательству указано также, что, уважаемый глава государства, что ты уже обвинен в госизмене. Там указано, что делиться ни с кем суверенитетом ты не имеешь права. Это уголовное деяние. Уже там нарушил. Собрав интеллигенцию, тебе сказали, что
уже ты сходишь с ума. Остановись, тебе сказали. Но нет, это тебя не остановило. Ты пошел дальше. С вражеским государством, открывая границу, сотрудничая с ним, привел к тому, что здесь у нас теракты происходят. Они наши ресурсы скупают. Дипломатические паспорта раздаешь вражеским преступным элементам. Гражданство даешь. В помощниках держишь. Все национальные ресурсы распродаешь. Ваше время пришло. Мы с вами распрощаемся. Но есть единственное но. Мы абхазы, мы себя уважаем. Ломать окна и двери, как вы, как индейцы, мы не будем. Мы не будем делать массовые беспорядки. Мы будем действовать культурным, цивилизованным, мирным путем. С нами Всевышний, и мы победим. Всего вам доброго.